Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших передач «Буддийский путь». И с вами Тензин Байлак. Сегодня мы поговорим о Сандак Казак Орукдаевиче. Это был очень удивительный человек, и мы подробно расскажем о его биографии. Сандак Казак родился в 1918 году в Эрзине, и его дед Намзырай, его отец Бельчей были родом из Чеды Чоду. Намзырай, дед, имел 14 детей, это было 7 мальчиков и 7 девочек. И из этого дедушки начался род Чеды Чоду. И Сандак Казак был 6-м ребенком, и родной дядя Орукдай, он забрал свою семью, Сандак Казака и Серен Балчир. И поэтому Сандак Казак является сыном Орукдаевича. Сандак Казак и его брат, которого звали Луду Бадарчи, они отправились в монгольский монастырь Ганден Текчелинг, и они там проучились около 10 лет. С возвращением из Монголии они вернулись в Эрзин и стали служить в Кыргызском хуре или в Эрзинском хуре. И там они служили, работали. Кыргызский хурей, как мы знаем, это был один из могущественных больших буддийских комплексов с 12 дуганами, с хозяйственными постройками и юртами. И это был один из самых больших монастырей, и это был один из самых первых монастырей. И когда начались в 1930-е годы изменения в обществе, Сандак Казак, он перестроил свои планы и стал адаптироваться к советской политике. Так, в 1939 по 1941 года он служил в Тувинской народно-революционной армии. И в 1942 году он закончил курсы бухгалтерского учета и начал работать по этой линии. И до конца своей пенсии он проработал по линии потреб кооперации. В 1967 году он получит знак отличника советской потребительской кооперации. И в конце 1980-х годов с политикой гласности и свободы вероисповедания в это время духовная жизнь всех народов она возрождается и приобретает новый этап и новую волну развития. Еще когда Кенден Сюрюн Пашке работал в Иволгинском Дацане, в 1970-х годах, когда он приезжал в нашу республику, он обязательно приезжал в Эрзин и встречался с Сандак Казаком. И тогда он говорил и советовал ему о том, что пора уже начинать свою работу, свою деятельность, и не надо прятаться, бояться, вы можете начать свою духовную деятельность. 8 февраля 1991 году вышло постановление о праздновании Шага по лунному календарю. И председатель Верховного Совета Министров Чимиторжу Ондар, он подписал этот документ. И 15 февраля 1991 году на площади Арата тувинский народ стал праздновать впервые Шага, Новый год, по лунному календарю. И в это время были установлены храмы, это был макет буддийского храма, и были привезены юрты, и юрты в северной стороне были установлены алтарные части. И на площади Арата был проведен такой концерт, и провели мистерию Цам. Цам – это специальный буддийский танец, который танцуют с глубоким смыслом и передают там танцоры буддийскую философию. В это время и на этом празднике обрядовую часть проводил казак Сандак. И в регионе в то время был создан Совет по делам религии при Совете министров Тувинской ССР и при президенте Республики Тыва Оржика Серегола Тизежиковича
был назначен впервые советник по делам религии и религиозным объединениям. Сандак Казак стал главой буддийской санхи Тувы, главным духовным лицом Камбыламой Тувы. 12 апреля 1992 году состоялся впервые первый съезд буддистов и всех буддийских общин Тувы. Он проходил в Республиканском центре культуры народного творчества по улице Ленина, дом 15, и сейчас там находится Росгосстрах. И в этом здании впервые был проведен съезд. Цель съезда была централизация и управление всех буддийских организаций, объединений, а также утверждение союза Алтын Богда. И Алтын Богда, он был открыт как общество в 1992 году, и впервые его организовали научная и культурная интеллигенция нашей республики. И члены, организаторы этого общества, они собирались в Тувинском институте, научном институте языка и литературы. Они были главными идеаторами и создателями этого общества. И в 1992 году в съезде от общества Алтын Богда превратился в союз. И в съезде работали такие представители, как Сандак Казак Орукдаевич, также это был Кулар Орус Донгролович, Сая Когал Межитеевич, Серенот Станислав Кюжугетович и Тарыма Ондар Кишелаевич. И благодаря этим первым учителям был назначен или выбран Камбылама Тувы. И им стал 74-летний Сандак Казак. Поэтому съезд имел право избирать Камбыламу Тувы. И основными задачами союза Алтын Богда были консолидация всех буддийских религиозных организаций вокруг строительства хуре, потому что тогда поднимали вопрос о строительстве централизованного хуре. Далее решались вопросы об осуществлении дипломатических отношений в вопросах кадровой подготовки хураков. Далее решался вопрос о просвещении, образовании, обучении. И поэтому все эти первые вопросы, все эти первые задачи стали подниматься благодаря Алтын Богда. В уставе было указано также о статусе Камбыламы Тувы, который избирался делегатами съезда. И делегаты съезда были умнейшие тогда люди. Сандак Казак был первым Камбыламой Тувы, а его заместителем был Ондар Кишелаевич Тарыма. Благодаря съезду и их обращению президенту Ожику Серегову Тырзиковичу тогда начали поднимать вопрос о вопросах сплоченности, централизации, объединения всех буддийских религиозных организаций. И впервые заговорили о строительстве хуре, создании условий для правления Союза буддистов Тувы Алтын Богда. Приглашали всех буддийских и монгольских учителей. Создавались все отношения с ламами из других буддийских регионов и республик. Тогда был впервые проведен благотворительный марафон в честь поддержки детям. И было собрано очень много средств и были направлены именно детям, которые нуждались в поддержке. В 1992 году, 19 и по 22 июня, Сандак Казак и Ондар Тарыма Кишелаевич, они приняли участие в первом симпозиуме Хомей. Далее, в 1992 году с 19 сентября по 22 сентября приехал в нашу республику его Святейшество Далай-лама XIV, и его встретил первые лица нашей республики. Это духовный лидер Тувы Сандак Казак, первый президент республики Ожик Серегол Тырзикович, а также это был председатель Верховного Совета Тувы
Бичелдей Кадрол Алексеевич. И они от начала до конца сопровождали его святейство Далай-ламу. К визиту его святейства Далай-ламы 14-го о новости Тувы они издали книгу, которая называется «Чурталганның Сорулгазы. Цель жизни», тиражом 3000 экземпляров на тувинском и русском языках. В те времена его святейство Далай-лама говорил о том, что если 20 век – это был век материализма, материального развития и научного прогресса, и все развитие было направлено на материальное благосостояние, то сейчас наступает время духовного развития, потому что без духовности общество не может развиваться. Благодаря духовности поднимается нравственный уровень, человеческие качества, поднимается потенциал личности и всего общества. Об этом говорил его святейство Далай-лама, когда он был в нашей республике. 20 сентября 1992 году состоялось освящение места буддийского Хурэ на новом месте. И когда его Далай-лама, он освящал это место, он установил большой камень, и на этом камне потом было уже написано, что именно на этом месте построится первый централизованный Хурэ. И в этот же день, 20 сентября, его святейство Далай-лама направится со своей делегацией, с гостями и со всеми членами правительства Верховного Хурала на правый берег, и будет освящение храма Туфтанчой Харлинг. И тогда его святейство Далай-лама скажет о том, что этот храм будет первым, и он получит новое развитие. 21 сентября все участники этой встречи, они уедут в село Хайракан Улухемского района, и на склоне священной горы Хайракан состоялись лекции. Далай-лама, он осветит священную гору Хайракан. В этот же день Далай-лама направится в Үстү-Хурэ, и на этом же месте всему народу, всем людям, всем жителям нашей республики он дарует учение Будды и даст благословение, и даст передачи мантр. Также я слышала о том, что когда Далай-лама посещал районы Улухемский и Дзухемческий район, где бы он ни встречался, самым интересным было то, что люди доставали сутру тоже Чотпа. И его святейство Далай-лама говорил о том, что это благой знак, и это является особенностью тувинского народа, о том, что они до сих пор хранили эти сутры. Это священные тексты тоже Чотпа. А тоже Чотпа – это текст, который был связан со вторым колесом поворота учения Будды, когда Будда Шакьямуни даровал о воззрении пустоты, о взаимозависимости всех явлений. И самый краткий вариант тоже Чотпа считается сутра сердца. Получается, тувинцы, они хранили эту сутру, они оберегали это священное писание, этот священный текст, и они были очень связаны с этим учением. 25 апреля 1996 году Сандак Казак, он уйдет из этой жизни, он покинет этот мир. И он прожил 78 лет. И в 1992 году он будет свидетелем встречи его святейства Далай-ламы нашей республики. Он получит колоссальное благословение от живого Будды. И сегодня, в этом месяце, в апреле 2023 году, отмечается 105-летие Сандак Казака Башкы. И поэтому он в истории останется как Камбулама Республики Тува. Он будет духовным лидером в наших сердцах. И этот человек сохранит и будет на этапе возрождения буддизма в нашей республике.
И очень важно для нас знать, кто был в нашей истории, кто были камбаламами в нашей истории. И можно сказать, все камбаламы, которые были уже в период Возрождения, независимо от того, кто был первый, все они продолжали путь тех камбалам, которые работали в Устюхуре. Они продолжали деятельность тех лам, которые сохраняли буддизм в советское время и передали уже 90-е годы все эти учения, изречения. Они передавали благословение мантр. И поэтому сегодняшнее поколение, сегодняшние ламы, тувинские ламы, они являются продолжателями этой традиции, этих глубоких духовных знаний. И поэтому среди них есть потомки тех тувинских учителей, которые были у истоков буддизма в период 17 века, 18, 19 века. И поэтому нам нужно знать, что самое главное, нужно почитать тех учителей, которые имеют красную накидку. И нужно уважительно относиться к этим людям, потому что мы не знаем сущность всех людей. И какой бы ни был человек, они являются хранителями этих традиций, продолжателями буддийского учения. И они являются учителями тувинского народа. Поэтому мы благодарим всех наших учителей, которые даруют нам учения до сих пор и которые направляют нас на истинный путь, на буддийский путь. Спасибо большое. До свидания.